Видеооко «Оно. Сплав» находится в поселке Комсомольск на Печоре в гостях у Тамары Васильевны Дубовицкой. Беседа происходит в кухне, за чашкой чая. Время уже 10:30, 26 июля 2013 год. Тамара Васильевна, будьте добры, скажите, пожалуйста, как вы видите перспективы развития либо выживания поселка Комсомольск на Печоре? Какие стоят проблемы? Развитие это сложно говорить, а вот выживание и создание условий для жизнедеятельности, вот это самое главное. А главная проблема это газификация поселка. В чем она Газ у нас заключается? подведен, где-то надо подводить газ, у нас подведен газ, но вся проблема в том, что газопровод находится на балансе района, требуются деньги для капитального ремонта, хотя ремонт проводился 10 лет тому назад. И сегодня стоит проблема в том, что нету организации, которая бы занималась сбором платежей за поставку этого газа. Вот уже с декабря месяца население не платит за эти услуги, хотя оно привыкло платить, и поэтому волнуется, переживает, что 7 месяцев мы не платим за газ, хотя потребляем этот газ, и проблема до сих пор не решена еще. А как получилось, что эта проблема возникла? Но проблема возникла потому, что индивидуальные предприниматели, которые заключали договор с «Лукойл», они имели большие убытки от этой поставки газа. Ну, где-то, наверное, около... Поставки ли, получается, при оплате? Нет, вот разница за поставленный газ и за собранные средства, которые предоставлены населению, услуги эти, вот эта разница, она давала предприятию убытки. Никто их покрывать не хотел. Какова эта сумма? Ну, где-то около 200 тысяч в год. В год, да? Да. И поэтому в убыток, конечно, никто себе работать не хотел. И вот последний, значит, частный предприниматель, который занимался и жилищно-коммунальными проблемами, потому что поставки газа, сбор за газ должно осуществлять предприятие, управляющая компания, которая занимается жильем. Потому что там надо и проводить техобслуживание газового оборудования, надо, значит, смотреть дымоходы, и поэтому должна это предприятие это осуществлять, именно жилищная компания. Эта жилищная компания в декабре закончился срок действия договора, и все, она прекратила деятельность. И с декабря никто значит, эти сборы не осуществляет. Хотя я сама обращалась и к главе Республики Коми, и, значит, в трибуне была моя публикация, но до сих пор вопрос этот не решен. А почему опять нельзя возобновить работу этой компании? Заключить с ней договор? Ну, можно, но никто не хочет, частник. Частники не хотят в убыток себе работать. А покрывать никто не хочет покрывать вот эти расходы. А какие есть варианты разрешения этой проблемы? Ну, один из вариантов, это вот если будет муниципальное предприятие, которое будет заниматься жильем и а создать это муниципальное предприятие каким образом можно? Это только через район можно создать предприятие. Тогда эти выпадающие доходы может погашать администрация района. Деньги направлять. Бюджет. Да, бюджет района может поставлять, потому что своих доходов-то таких нет у поселкового совета. Либо более четко провести инвентаризацию всего оборудования и найти те слабые места, которые... Слабые места будут, потому что не везде стоят счетчики. И поэтому, если счетчика нет, как предъявить за газ, который, значит, используется для приготовления пищи? Его можно и для приготовления этих большого хозяйства, если есть, например, те же коровы или свиньи, или еще что-то, и для отопления некоторые используют этот газ, когда холодно в квартирах. Хотя, конечно, в последний год было в квартирах тепло уже.
То есть надо ставить, решалась проблема в прошлый год, хотели поставить газовые счетчики. Это очень дорого тоже. А Счетчики. потом и неплатежи еще и осуществляются нашими жителями. Долги за поставленный газ. если- Кто-то работает с дебиторами вот с этими? Ну, работали одно время, отключали, вот это предприятие отключало, газ Это отрезало. администрация делала или Нет, часть? это управляющая компания. Управляющая. Но они опять же заключали договор вот с Ухтами Шрайгаз, который, значит, занимается техобслуживанием. И они отключали газ, но опять же не у всех. Мгм. Долги-то у населения-то не очень, наверное, большие долги. Я сказать цифру это не могу сегодня. Ну а непосредственно по фамилии кто занимался этим вопросом? С кем проконсультироваться? Газ Вот, да. или кто? В районе занималась замглавы Волкова. А поселки у нас? А в поселке поставками газа? Нет, с сбором. А сбором вот Денежных Кучеров, индивидуальный предприниматель Кучеров был. А сейчас он А в его отказался? функции только сбор Он в денег? марте месяце, в декабре месяце сложил эти полномочия. С марта месяца нету управляющей компании. Теперь другая управляющая компания есть. Частник возглавил Маслов, но по газу с ним почему-то... А что как входит в функции этой управляющей компании? Функция этой управляющей компании входит, значит, техническое обслуживание жилья, это места общего пользования, крыши, ремонт крыш, подъездов, отопление внутри дома, значит, потом техобслуживание газового оборудования. И вот И объем работы этих каким-то образом нормируется? На год, например? ну, конечно. Ну, Конечно, да, потому что они же определяют, какие, значит, нужно провести где ремонт в первую И в очередь. бюджете эти средства заложены, да? В бюджете средства нет, они Откуда? сами Нет, а зарабатывают если это деньги. пенсионеры, если это уже И что? за счет чего Ремонты. ремонт осуществляется? А они же платят за техобслуживание ежемесячно, это те управляющие компании. Кто? За техобслуживание население платит. Население платит обслуживающей этой компании за техобслуживание, Ну, понятно. за вывоз мусора. Мгм. Мгм. Понятно. Так, а вот если жилье ветхое уже, если жилье не приспособлено фактически... Ну вот эта и компания и За- ремонт производит крыш, туалетов, подъезды За счет чего? ремонтировали. За счет тех средств, которые собраны с населения. Но частично капитальный ремонт ежегодно выделяется небольшая сумма, где-то ну, так, в пределах не больше 200 тысяч. А норматив, Администрация. вот этот норматив платы за техобслуживание, Это кто все устанавливает? устанавливает это, Район? нет, республика, вот где там есть, Ну, забыла как центр. это. Да, индексация. Индексация, Да, мгм. они устанавливают платежи Мгм. все эти. Потому что Размер хотели вот за платежа, газ да. тоже повысить немножечко, Мгм. чтобы, может, расходов меньше было, не разрешили Мгм. сделать эти повышение цен. Они все устанавливают, эти расценки. Мгм. Но сейчас ведь получается, что если за 7 месяцев не производилась оплата, населению будет проблематично потом все это компенсировать даже. Проблематично, и потом населению как скажешь. И вот я, например, сегодня придет компания, она заключит со мной договор. Но минимум она может взять за 3 месяца. А за 7 месяцев человек скажет, я с вами договор не заключал. Я не Задним использовала. числом они же не могут заключить. И только просто на совесть людей, что они, понятно, что будут платить, потому что пользовались Ну, газом. получается, в итоге растущий снежный ком проблема, которая будет проблематично решить. Будет То проблематично есть решить. все пустили на самотек, и в итоге В итоге идет все к тому, чтобы потом отключить газ мотивировано. поселку, да. Мотивировано, Всё, что да, вы не да, оплачивали да, за что мы не оплачивали. кто более вам чем бесплатно? полгода, да? Да. Да. Отключить газ, хотя, конечно, на зимний период это преступление отключить газ. Мгм. Потому что на альтернативное сегодня топливо быстро не перейти в поселку. Даже в тех, значит, домах, в которых есть печки, их надо все равно переделывать, потому что эти дымоходы уже все забитые, разделки старые, домам больше 55 лет, это у нас полыхнет весь поселок. Если сегодня даже перейти на дрова там, где есть печки.
А в центральное отопление, если где, там надо ставить или электрические печи, Котлы. Или нет, печь. печи, эти плиты электрические, а это опять затраты. Надо реконструкцию всего электрооборудования проводить. Это и кабели, и трансформаторы, и прочее. То есть затраты, конечно, неимоверные. Легче всего отремонтировать, если нужно, газопровод, и вот найти, конечно, компанию, которая бы занималась. Хотя вот я не знаю, почему ТСЖ можно создать, ну пусть даже не ТСЖ, я как сказала это, МУП, Управление. если МУП создать, Муниципальные. муниципальное предприятие, вот это жилищное, тогда вот эти расходы за газ может район покрывать. МУПу можно, а частнику нельзя. Так, а для того, чтобы создать МУП, что для этого необходимо? А для этого надо решение района. Это Ходатайство. надо штаты. Ходатайство. Это надо То Да, есть это посмотри. необходимо А обратиться вы на к Сидорину сессии- Илье Владимировичу, да, да? да, На да. Вот, сессии необходимо, да? этот вопрос у себя обсуждали? Здесь нет, Ну, нет. Это все на уровне так вот разговоров только в районе. Ну, если на сессии обсудить, выйти с Вот с инициативой, да, с надо, да, ходатайством, да. район пускай на своей сессии Да. рассмотрит, примет решение о создании такого предприятия. Вот. Так, пока делаем паузу. Тамара Васильевна, у вас такой вкусный чай, и мед, и варенье, все такое естественное. Все свое, Все свое. натуральное, Так, и вода, особенно вода. экологически чистое. Да. Вот А давайте с водой это тоже проблемы. Водокачка у нас уже, как башня да, Наконец- пизанская. Пизанская. Ее это и уже подпорку поставили, и все тоже. Вот с водой-то, конечно, проблемы тоже могут возникнуть. Потому что в прошлый год выходили, просили включить нас в программу «Чистая вода». И вот в этом плане надо, конечно, и бурить, новые делать эти буровые работы. Тамара Васильевна, как бывший глава поселка Комсомольск на Печоре, что бы вы порекомендовали будущему главе? Что порекомендовала бы? Ну, решать проблемы жизнедеятельности поселка. Самое главное для населения. Чтобы была вода, чтобы был газ, чтобы было медицинское обслуживание, чтобы были дороги, чтобы были предприятия, чтобы молодежь не уезжала из поселка. Так, это в общем. А для этого надо, конечно, быть настойчивым и таким, может быть, упористым, чтобы, потому что в пределах поселка это сам не решишь. Надо и выходить и в район, и на республику, и включаться в федеральные программы, пытаться войти. Поэтому, конечно, обеспечить жизнь населению, потому что старое население, уезжать им некуда. Здесь они приросли сердцем к поселку, к этим местам. Поэтому вот надо обеспечить им, чтобы... Так, по поводу воды, значит, получается, новую скважину бурить. Надо и делать башню ремонтировать. Ее практически надо строить новую. Да. Да. Но в этом году, правда, удачно, что вот в течение лета заменили некоторые места водопровода. Поставили колодцы, может быть, вот проблемы не будет. Это в прошлый год у нас почти все колонки к весне замерзли. И, конечно, надо вот строить в отдаленных местах колоночки делать, потому что воду возят у нас в отдаленные вот эти частные дома, и там, где нету колонок, водовозной машиной. Машине это уже, наверное, сколько лет, сколько поселку. Ну, еще воду возил платите? воду Да. граф возил. Платите за воду? Так, Да, потом воду возил много, воду Чербаджи. Чербаджи, Корочи возил, потом возил Уткин долгое время. Но сейчас молодой парнишка тоже такой, что... Самое главное, что водители попадаются хорошие, нормальные, они за эту машину болеют душой. И поэтому вот еще машина держится. А еще сколько лет, и все, мы можем оказаться вот в сложной ситуации. Новая что- машина тоже нужна. Нужна машина, конечно, обязательно нужна. Но если машину не новую, значит надо строить колонки.
Либо колонки, либо машины. колонки, да. Так, еще с что? водой, с электроэнергией. Ну, с электроэнергией таких Столбы проблем нормальные? сейчас нету. Они проводят ремонт постоянно. Где-то, если вот в течение лета, они натягивают и новые столбы ставят, и регулярно проводят. Аварийных Работ. ситуаций не Нет. бывает. Аварийных-то и починят. Только вот если бывает вот из-за ветра где-то сильного, техногенные, если такие только ситуации, а так нет. Так, а какие вот здесь вот можно было бы открыть производства, либо совместные предприятия, скажем, либо совместные предприятия, чтобы здесь участвовали и представители бизнеса, и представители так называемого третьего сектора, и власть. Вот такое партнерство, как возможно реализовать? Государственно-частно. Ну, у нас вот есть частное предприятие, это по выпуску пиломатериалов. Хозяин у нас в Якше живет, а работают-то рабочие наши. А кто? Пилорама, а? Кто это? Скворцов Николай Васильевич. Это не тот Скворцов, который у нас? Нет, это который другие, да? у них был в Якше базис предприятия, а теперь у него здесь. А рабочие-то в основном у нас наши комсомольские работают, там пилорамы, выпуск пиломатериалов. И есть два мелких по заготовке леса, два мелких предприятия у Пономарева и какой-то, я не знаю, турки или кто-то там. Бывший леспромхоз, вот это маленькое предприятие, которое частное теперь. И все. Ну, не обеспечивают какие-то поступления в бюджет эти предприниматели. Ну, те, которые живут здесь, понятно, что. Так, а для нужд населения пиломатериалы как приобретаются? Можно приобрести здесь вот и доску. По какой цене? А? Ой, цену я не скажу. И дрова вот они Так, а поставляют. те, кто отапливает дровами, пенсионеры, для них как решается эта проблема? А для них решается проблема, кто льготники по льготной это они получают. Талоны или что? А? Талоны или Нет, что? не талоны. Они предъявляют документы, им оплачивается 50%. Это социальная... Это льготные категории, это соцзащита Соцзащита оплачивает. им обеспечивает. Да, 100% оплачивает полностью по норме, не по норме, а на площадь. Раньше по норме было, сейчас на площадь учителя 100%. То есть если они 12 тысяч на 12 купили дров, там им положено на площадь, им эти возмещают средства. Так, а как решается проблема с ремонтом жилища, личных, частных домов? Ну, частные дома тоже можно, и 50-ку, любую доску купить здесь, но нет только вагонки. А такая... Нет, здесь вот в моем представлении в прошлом была такая программа, и в то же время, в частности, в Пашге она реализуется. То, что кто имеет свой дом, то тому раз в 3 года выделяется определенное количество деловой древесины, для того, чтобы можно ремонтировать было. Не деловой, а на корню. Да, да. На корню, на корню. это есть. Эта программа у нас Да, работает? Да, это лесхоз выделяет. Справочку предъявляют они и выделяется. Там точно так же дрова вот в этом, в Устине, им тоже так же. Если льготные, за льготу они получают, и по льготной они могут на ремонт. На корню выписать лес. А к комсомольской администрации еще относится, получается, Устинья, Да. Волосница, Нет. Бердыш и Светлый родник. Светлый родник. Угу. Волосница это Куринская. Куринский сельсовет. Спасибо. Тамара Васильевна, скажите, пожалуйста, благоустройством как занимались раньше и как вы рекомендуете заниматься в будущем? Но в целом-то поселок у нас чистый. Вот по сравнению даже с другими поселками, население привыкло убирать за собой мусор и как-то содержать. Конечно, еще бы все время мы говорим, что надо урны ставить, приучать людей к порядку, не бросать где попало. Хотя в некоторых магазинах, вот как у Терентьева, вот стоит место, куда можно выбросить мусор. А так-то вообще, конечно, хочется, чтобы поселок более выглядел, ну, поприличнее, можно сказать. Нет, Праздничнее. здесь, если вот, допустим,
прошлом Тротуары. были тротуары, сейчас Тротуары только были, возле сейчас школы. нету И тротуаров. то там они Ой, уже там он весь прогнившие. поломанный. Тротуар вообще не строится. Так, а вот Так территория тротуара чем-то захвачена, занята ведь? нет, это там это получается Дрова просто. стоят, Это дровяники. А, нет, это где частные дома, там вот дрова тоже стоят, на улицу вынести дрова частники. Раньше мы не разрешали эти дрова, потому что есть территория, улица и никаких дров, этих дровяников за пределы своего забора не выносили. Не контролируют, наверное, эти вопросы сейчас. Ремонт заборов, конечно, надо, потому что частники у общественных домов деньги тратить не будет население для того, чтобы забор сделать. Если, конечно, огороды есть, кто-то еще подремонтирует. Этим тоже должно заниматься, конечно, поселение. И тротуары, и приличные, может быть, заборы, и, может быть, начать потихонечку, ну, не все дома сразу, а хоть несколько там в год покрасить, чтобы они понаряднее были. Освещение. Потому что освещение-то зимой есть у нас. Освещение сейчас нормальное, хорошее. Вошли в программу этой экономного использования. Мгм. И поэтому сейчас с Это- освещением хорошо в поселке. Светло зимой. Хотя, А конечно... осенью? А осенью вот немножечко время поздно включают свет. Когда в то время... И зимой-то тоже выключают, наверное, какое-то время. Хотя средств хватает на освещение поселка. Ну и немножечко вот сейчас прошлый год, позапрошлый год и в этом году хоть по одной крыше ремонтируют. У амбулатории сделали, перекрыли Амбулатория крышу. сейчас где находится? А где была, там и есть, где больница. Там сделали... Где детское отделение было? Да. Нет. Ну, где детская взрослая. больница была. Да. Там сделали теперь это, железную крышу сделали, пластиковые окна поставили. Мгм. А врач есть участковый? Участкового врача нет, у нас есть фельдшер и есть детский педиатр. Все, а терапевт приезжает. Проблемы с медикаментозное обеспечение. Аптеки Аптека как таковой нет, называется аптечный киоск, потому что нет фармацевта, который бы работал. С образованием, Да, да? с образованием. Ну, хоть это и то есть. Ну, конечно, А вопросы недостаточно стоматологии просто. как решаются? Стоматология выездная, кто-то в Знаменку уезжает, кто-то в Троицк. Бывает, что и выезд сюда, но... А в Знаменке есть стоматолог? Есть там. Конечно, в Знаменке тоже кресло старое такое, что там требуется. Так, а вопросы оснащение. акушерства и гинекологии как решаются? Только в районе. Нет, здесь есть акушерка. Ну, роды принимают. Роды все отправляют. Сертификат. Да. Машины А требуют как? новые. А если срочный роды, нужно. как отправляют сертификат? Ну, до Троицка довозят. 80 километров по Если убитой нет, дороге. а? По убитой дороге. Ну, нет, нормальная дорога. Или заблаговременно едут. Тех, кто заранее их отправляет в Троицк. Так, если с нужно, кладбищем вы тогда ремонтировали забор? Сейчас его снесли все. Все Весь снесли, забор. да. Так вот. Население еще, конечно, вот тоже виновато, я считаю. Начинают каждый себе делать эти проходы, эти калитки, распиливают, потом все это бросают. И нет места вот сбора этого мусора. Вот действительно, я вот сама сталкиваюсь, что вот куда вынести, не знаешь куда. До свалки идти чуть ли не полкилометра, не будешь тащить. Через дорогу вынести, ямы нету, хоть бы ящики какие-то, что я говорю. Или яму бы большую по ту сторону сделали, потом бы ее можно было закрыть. А так-то каждый год проводят субботники по уборке. А вывозку мусора кто осуществляет? Вывозку мусора считает вот жилищное коммунальное хозяйство, вот это, управляющая компания. 2 раза в неделю мусор вывозят у нас. Но население почему-то настроили, вот было какое-то собрание тут, без меня, правда, что можно отказаться от вывоза, от оплаты за мусор. И сейчас сталкивалась, недавно спрашивала с этим управляющим. Многие, говорят, не платят за мусор. Так, а вопросы помойки? Помоек у нас нет. Я вот, а как решается это Вот вопрос? мусорка вывозится. и А население. такие жидкие отходы? А жидкие на свой огород. Есть у себя под окном свои места.
никуда не выливают они на какие помойки. А вот вопросы, связанные с золотниковыми делами, как решаются? Это что за Ну, дело? это имеется в виду очистка отхожих мест туалетов. Вот здесь. Значит, как его, заключают они, заявки принимает администрация, потом вызывают из Троицко-Печорского, Своей машины, своей на машины. той, которая работала в Она Браге. стоит, машина есть и двигатель куплен туда. Но пока еще ничего не делали. Двигатель это купила администрация. Считается, чья машина? Администрация? Администрация, да. Вот На балансе а администрации. сейчас там, где был лесозавод, те гаражи, там написано Башкирия, это что за предприятия там такие? Там, где там? Вагончик какой-то типа. Ну, получается, вот где был Ну это, гараж. это предприятие, вот, которое малое предприятие по заготовке леса. Я не знаю, кто там сейчас. Турки или кто? Не скажу даже. Турки? Не знаю, кто. Ну там Ну, это написано Башкирия, Башкирия. значит, Башкирия. Не знаю, кто. А, Потому что там в этом предприятии постоянно меняется. То турки, то... территория лесозавода сейчас к чему принадлежит? Да И никого, что ничего там? не принадлежит, там все пусто. Ничего там нет. Там Бангладеш, да? Мгм. Так, а аэропорт? А в аэропорту там вот это предприятие, вот Тоже это- лес заготавливали. там пиломатериал стоит. Нет, ну получается, что Пилорама. вот с моей точки зрения, эту площадку аэропорта или аэропорта ее привели в негодность некоторые здесь знаменитые люди в прошлом. И какую ответственность они понесли за это? Как они? Ну, в частности, в моем представлении я скажу, что Анатолий Чекунов. Ну там В итоге разрушил взлетно-посадочную полосу. А как ее разрушили? Ну, тем, что устроили там нижний склад. ну там с разрешения же было не так. Им выделена была земля. Они Кем? что, сняли эту полосу? Или она Да там нету действует? ничего бетона, там же не было бетона, там просто был укатан песок и все. Не было бетона? Нет, не Нет, было. там бетона не было, не было. Не Ну, было, не нет. было. Там просто такая полоса укатанная была и Да. все. А потом она пустовала, перспективы-то ведь не было, и поэтому, наверное, отдали лесозаготовительному предприятию. Сейчас там пилорама находится, там вот Скворцов работает. А вопрос общественной бани как решается? Да никак. У каждого Он своя решил, теперь ну, каждая. баня. Нет, а в итоге вот Подсчитывали, она будет убыточная, никто не будет нести расходы по ней. Даже если сделать маленькую баньку, ее надо содержать. Для того, чтобы ее построить, надо все согласования сделать, и санэпидстанции, отвод воды, и много очень согласований. И содержать человека, который бы... Уже ведь много лет будировали этот вопрос, он просто-напросто снят с повестки дня, потому что у участников есть свои бани, кто-то, если не ходит, друг к другу ходят в баню, а нет, дома моются. Она себя даже в районе не окупает. Если это было бы муниципальный, нет, кто здесь будет- следующее, что исходя из вопросов ценообразования, жить в республике Коми нерентабельно совсем. Да. Вот, потому что это исторически репрессированный край, куда ссылали поляков и французов, и в итоге кого попало. Ну, всех понятно. остальных. И Хоть и богатый край, украинцев, а и... живем Да. Поэтому бедно. считать, что рентабельно, что не рентабельно, ну, по крайней мере, жить в человеческих условиях, раз в неделю помыться, я считаю, что это сам Бог велел. Ну, понятно, на это деньги надо. Нет, ну на это деньги, добиваться. ну, да. Если кто-то, конечно, расходы будет эти возмещать. Ну, это, Кто-то возьмется на себя? вопросы как раз ценообразования и вопрос, наверное, к Оксане Дмитриевой, которая занимается бюджетом в Госдуме и которая является членом партии «Справедливая Россия». Ну, Я считаю так, что необходимо ей будет адресовать тогда вопросы по поводу газа, снабжением газа, вопросы по поводу... Так, у нас была следующая проблема такая, помимо газа, это что у нас? Вода, Вода, то есть и дороги. дороги, и баня. Ну вот когда вот высшие все чины будут ездить по Ухтинской дороге,
как недавно Ну, было- я думаю, что мы пригласим сюда на осенний Сессии. сбор дикорастущих растений Миронова и Дмитриеву. Чтобы не вертолетом летели, а Вот, машиной. Да. Потому что Так, когда приехал, Так, вы будете готовы принять? я у Делегацию. себя, Да. Так, вот таким вкусным малиновым вареньем, такими вкусными оладьями и вкусным 3 штуки. медом. Угостите. Тамбовским. Вот министр здравоохранения приехал и стал, значит, сразу говорить, охать, яхать, какая дорога, как вывозить по этой дороге. Вот если бы все приезжали по этой дороге, вы высокопоставленные чины, тогда дорога, может, давно была бы Тухтинская, нормальная. А то сейчас еще и поезд этот с пересадками в Сосногорске. Из Сыктывкара сел, до Сосногорска доехал, вышел, купил билет И дальше поехали. и дальше поехал. Билет надо покупать еще, да? Билет надо купить, ну, понятно. Там сколько стоит поезд? Ну, поезд-то там